Признали виновным и отпустили на свободу не суд, а посмешище, заявила общественность по вердикту Раиму Матраимову. Само гособвинение просило ему штраф. Победа на выборах любой ценой, за любые деньги, в том числе за деньги госпредприятий и паломников, которые шли на предвыборку партии октябрьских выборов. Каскадерский «Оскар» за трюки в фильме о сакской царице Тамире. Ловкачи из группы «Номад Стар» стали первыми обладателями этой премии из Центральной Азии. Мечта этого крестьянина – хороший урожай да надежная техника. Турузбек Дуйшеев собирает трактор. Может, та деталь, которой не хватает, есть у наших зрителей? И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Елена Кобзева. Выборы, как выяснилось, тоже борьба, на которой все средства хороши. Так, видимо, считали отдельные политические партии, пиарясь на деньги, которые многие мусульмане-паломники годами копили на посещение одной из главных мусульманских святынь, собираясь на хадж. Об этом стало известно накануне из уст президента Садыра Джапарова. Комментируя арест экс-муфтия, он рассказал, что на финансирование определенной партии в октябре Думк передало 155 миллионов сомов. И это не первый случай, когда на агиткампанию ушли чужие или государственные деньги. В вымогательстве у госструктур на нужды партии были обвинены как минимум 2 известных чиновника. В окружении единомышленников и под конвоем сотрудников Госкомитета национальной безопасности Максат Токтумушев вошел в здание Первомайского районного суда столицы. Экс-муфтия, напомним, подозревают в корыстном использовании денег паломников, которые они вносили в качестве оплаты за участие в ежегодном хадже. Сумма, которая собралась на эти цели, составила порядка 16 миллионов долларов. Но желающие совершить паломничество в связи с пандемией в святые места не попали. Кто-то забрал свои деньги назад, другие оставили их на счетах Думк. А дальше поползли разговоры, что деньги растрачиваются. В муфтияте провели проверку и выявили недосдачу в размере 7 миллионов долларов. А чтобы скрыть финансовые махинации, сотрудники Духовного управления мусульман предложили чекистам взятку в размере 100 тысяч долларов. За такие аферы главный бухгалтер Духовного ведомства на 2 месяца водворен в СИЗО ГКНБ. Самого же бывшего муфтия Максата Токтумушева обвиняют в том, что более 100 миллионов сомов он передал частным финансовым учреждениям под проценты. Решением Первомайского райсуда ему назначена подписка о невыезде на время проведения всех следственных мероприятий. Ситуацию, порочащую честь не только отдельного священнослужителя, но и всего Духовного управления мусульман, сразу же прокомментировал президент Садыр Джапаров. В своем интервью Джапаров прояснил детали этой финансовой махинации со стороны Думк. Так, по его словам, часть паломнических денег руководство Думк разменяло в национальную валюту, а вследствие изменений курса доллара на этом было потеряно около 700 тысяч долларов. Кроме более 150 миллионов из тех же денег паломников были переданы некой компании, которая финансировала одну из политических партий в ходе прошедших в октябре минувшего года парламентских выборов. 155 миллионов сомов в августе 2020 года они передали якобы какой-то фирме. А эта фирма использовала эти средства на выборах. Это средства паломников, их нельзя было трогать. И до сегодняшнего дня деньги до сих пор не восстановлены. Паломники просят вернуть деньги, кому-то возвращают, а кому-то нет. Что это за партия, которая пиарилась за паломнические деньги, пока не раскрывается. Однако имеется предположение, что позволить себе залезть в чужую казну ради эффектной предвыборной кампании могла, скорее всего, одна из провластных партий. Ведь ранее как минимум 3 политорганизации, баллотировавшиеся на прошлых выборах, были уличены и в использовании административного ресурса, и в подкупе голосов, и в откровенном давлении на госслужащих. Из стратегических ведомств и государственных предприятий под угрозами увольнений выводились деньги на нужды агитации. 2 чиновников, один из которых кандидат от партии, за это даже поплатились своими должностями, а главное – свободой. Так, в декабре минувшего года был задержан бывший полпред президента в Чукурку-Кенеше Курманбек Дайканбаев. По данным ГКНБ, он подозревается в злоупотреблении должностным положением. Пользуясь служебным положением, он заставил руководителя одного из госпредприятий выделить 7 миллионов сомов на агиткампанию, как раз одной из провластных партий. Тогда же предполагалось, что тем самым госпредприятием могли быть ТНК «Дастан» или социальный фонд. Руководителя последнего ведомства, к слову, арестовали еще раньше, в ноябре минувшего года, за вымогательство денег
денег из региональных отделений. Сам же Дыканбаев значился в списках кандидатов от провластной политорганизации «Биримдик». Вымогал деньги на финансирование предвыборки и Бакир Таиров, бывший председатель финполиции. Антикоррупционная служба ГКНБ установила факт, что и он вытребовал деньги от одного из руководителей госорганов. Речь идет о более чем $1 миллион. Здесь речь не только о муфтияте. Деньги ведь собирались и с районных отделений социального фонда Министерства социального развития. По 30-40 тысяч сомов заставляли выделять. Что касается муфтия, я с ним еще не связывался. Но когда удастся с ним поговорить, хочу ему сказать, чтобы он открыто назвал тех, кто требовал деньги на выборы. Такая практика среди провластных партий существовала и раньше. Я, например, когда еще несколько лет назад участвовал в выборах, замечал, что днем я говорю об искренних намерениях и благородных целях партии, а вечером мои же сопартийцы раздают в штабе деньги. Мне они тогда говорили, что в этом ничего такого нет. Это просто зарплата агитаторов. Все эти факты, однако, стали известны уже после того, как октябрьские парламентские выборы по требованию общественности были признаны несостоявшимися. Тогда случились события, которые привели к смене власти в стране. На сегодня точно неизвестно, проходили ли эти деньги через официальные избирательные фонды партий или же использовались для теневой агитации, вроде раздачи благотворительных продуктовых наборов или детских площадок селам. И что еще вероятнее, не случись всех этих событий против нечестных выборов, скорее всего, никто бы и не узнал об этих нарушениях с финансами госучреждений и верующих. Центр избирком – это не правоохранительный орган, правоприменительный орган, поэтому если бы у нас от правоохранительных органов поступила соответствующая достоверная, подтвержденная, доказанная информация об этих нарушениях, то Центр избирком может принять и мог бы принять решение о том, чтобы аннулировать списки кандидатов тех политических партий, которые были отмечены в вышеуказанных выборных преступлениях, потому что это наказуемо Уголовным кодексом. Между тем, часть из кандидатов от тех партий, которые предположительно таким образом формировали свой избирательный фонд, все еще продолжают занимать кресла в 6-м созыве Джогурку-Кенеша. По информации из личных источников, как минимум 2 из них напрямую связывались с муфтиятом и другими госструктурами, вынуждая финансировать предвыборную кампанию партии, членами которой они на период выборов являлись. Сабина Дамаскина, Акзат Тюлеев, НТС. И все. Такой была реакция общественности на приговор, который вынесли накануне одному из самых бесславных подсудимых – Раимбеку Матраимову. Экс-таможенник, который сам признался в том, что много лет обирал предпринимателей и перевозчиков на границах с Китаем, за эти же деньги избежал тюрьмы. Обвиненный в коррупции в тягчайшем преступлении, напомним, приговорен лишь к штрафу в 260 тысяч сомов. Основанием послужило его чистосердечное признание в рамках сделки со следствием и последующее возмещение государству 2 миллиардов сомов. Юристы, журналисты и гражданские активисты в один голос заявили – откупился награбленным и, скорее всего, лишь небольшой его частью. Суд разморозил все банковские счета экс-чиновника, и пока обжалование со стороны прокуроров не последовало. Накануне в Первомайском районном суде вынесли приговор знаменитому Раиму Матраимову. Бывшего таможенника, напомним, обвиняли в коррупции. Матраимов свою вину признал и теперь должен выплатить в государственную казну штраф. Это 260 тысяч сомов. Громкое дело о коррупционной схеме по извлечению незаконных доходов при таможенном администрировании рассмотрели за пару заседаний. Приговор вынесли тоже достаточно быстро. Судья была в совещательной комнате менее получаса. Мудрствовать не стала, согласилась с наказанием, запрошенным со стороны гособвинения. Но прокуроры всего-то и хотели признать виновным, да штрафовать Матраимова на 260 тысяч сомов. Объяснил прокурор Бердибаев это тем, что подсудимый сознался в содеянном и выплатил ущерб. После заседания журналисты пытались взять комментарий у гособвинителя, но безуспешно. Сегодня в Генеральной прокуратуре также эту тему обсуждать не пожелали. В суде же вердикт комментируют так. Согласно частям 4, 7 и 8 статьи 498 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, если обвиняемым выполнены все обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве, то
судья постановляет обвинителям приговор и назначает ему наказание, предусмотренное соглашением о сотрудничестве. Видимо, столь формального наказания и добился Раимбек Матраимов, пойдя на соглашение о сотрудничестве со следствием. Его заключили 20 октября между прокурором управления Генеральной прокуратуры, руководителем следственной группы ГСУ ГКНБ и на тот момент обвиняемым Матраимовым. Произошло это в тот же день, когда экс-чиновника задерживали. Как сообщили в Первомайском суде, стороны договорились о назначении наказания в виде штрафа 5-й категории. Согласно статье 68 Уголовного кодекса, сумма для физических лиц составляет от 2200 до 2600 расчетных показателей. А ведь дело касалось коррупционной схемы на таможне, благодаря которой Матраимов, как ранее рассказал глава ГКНБ Камчебек Ташиев, сознался в вымогательстве с каждой въезжающей из Китая фуры от 500 до 3000 долларов. В день таких машин могло быть и 70. И так в течение нескольких лет. Такие незаконные откаты получал бывший таможенник. Предприниматели и водители подвергались рэкету, а государство несло ущерб. Журналисты муссировали эти факты и опасались, что Матраимов откупится от тюремного срока. Но сам генеральный прокурор Курманкул Зулушев на своей недавней пресс-конференции заявлял обратное. Он сказал, что у коррупционеров, возместивших или возмещающих нанесенный государству ущерб, все равно привлекут к ответственности. Это не означает, что они могут избежать ответственности. Наказание будет, конечно, но более мягкое. Деньги перечисляют те, кто соглашается на сотрудничество со следствием. Они возмещают намного больше размера нанесенного ими ущерба. По данным следствия, бывший таможенник своими преступными деяниями нанес бюджету республики ущерб в размере 2 миллиардов сомов. Часть из этой суммы он выплатил наличкой. В счет оставшейся отдал недвижимость, квартиры и торговый центр. А остальное имущество ему вернули. Сняли арест домов, квартиры и банковских счетов его самого, Раима Матраимова и его родственников. Теперь они могут свободно распоряжаться 2 квартирами, одна из которых находится в Бишкеке, другая в Аше, коттеджем на Иссыкуле, машины марки «Лексус» и счетами в 25 банках страны. Но вряд ли это все, что есть у коррупционера. Журналисты в своих расследованиях приводили информацию о его объектах в Дубае и Европе. Называть его коррупционером теперь уже позволяет обвинительный судебный приговор. Многие даже не задаются вопросом, а как он вообще выплатил эти 2 миллиарда. Он же был чиновником всю жизнь, не занимался бизнесом. Откуда у него появилось вот это недвижимое имущество? Откуда у него средства, которые хранятся в банке? Ведь в результате с его банковских счетов сняли арест. Кому-то можно воровать, и ему за это ничего не будет. Максимум откупится, а тех, кто ворует, по-мелкому сажают. Так было, например, с жителем города Токмок, который в 2019 году украл из кассы аптеки 25 тысяч сомов, чтобы купить лекарства больным детям. Позже мужчина пришел в милицию с повинной и возместил ущерб. Со стороны представителей аптеки претензий не было. Однако отца 3 детей приговорили к 5 годам лишения свободы и уплате штрафов в 70 тысяч сомов. Отметим, статья «Коррупция», по которой судили Раима Матраимова, предполагает реальные сроки заключения. Статья 319. Коррупция. Коррупция – умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставления ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающая угрозу интересам общества или государства, наказывается лишением свободы 5-й категории, то есть от 10 до 12,5 лет. То же деяние, совершенное в интересах организованной преступной группы, преступной организации или повлекшее иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы 6-й категории, то есть от 12,5 до 15 лет. Но из зала суда Раим Матраимов, более известный как Раим Миллион, вышел свободным человеком. Отметим, приговор в его отношении должен вступить в силу спустя 30 дней после оглашения, если, конечно, не будет апелляции. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС. Смотрящего по югу Кадыра Досонова, больше известного как криминальный авторитет Дженго, водворили в СИЗО ГКНБ. Там он пробудет до 8 апреля. Такую меру пресечения Досонову избрал Первомайский райсуд, куда его накануне доставили из Аша самолетом. Защита Досонова прямо во время заседания вызвала в суд скорую, так как арестант пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Адвокаты заявили, что при этапировании к мужчине применили грубое обращение. Находившегося с ноября в розыске Досонова обнаружили в Аше в одном из частных домов. После ареста самолетом доставили в Бишкек.
Трое подростков, устроивших поножовщину с другими ребятами, пойманы. 17-летний парень сознался в содеянном. Он является жителем Бишкека, но родом из Алайского района. На допросе в милиции он рассказал, что во время встречи с другими ребятами при себе у него был нож. И когда разговор перерос в конфликт, он и вытащил холодное оружие. Двое других его товарищей сегодня тоже находятся в отделении. А вот один пострадавший от их действий в тяжелом состоянии в больнице. Другого школьника, тоже 2004 года, спасти не удалось. С серьезными ранениями его доставили в операционную, где он и умер. Сегодня в Карасу проходят его похороны. Оба ученики 10 класса села Нариман Карасуйского района. Ранения получили у магазина близ школы. Как рассказали в УВД Ошской области, среди ребят, которые проходят по этому делу, есть мальчик, на днях совершивший другое хулиганство. В соцсетях распространилось видео, как парень танцует на крыше патрульной машины. Выяснилось, что это один из тех, кто участвовал в драке с убийством школьника. Фигурантами 11 уголовных дел стали должностные лица Сокулукского филиала госучреждения «Кадастр». Задержан директор и ведущий специалист. Их антикоррупционная служба ГКНБ подозревает в незаконной выдаче госакта о праве частной собственности на земельный участок одному из руководителей коммерческой организации. Ущерб от злоупотребления должностным положением госсотрудников составил более 2 миллионов сомов. Это только один эпизод. На данный момент выявленные нарушения со стороны этих лиц расследуются в рамках 11 досудебных производств. Еще один арестант из структуры бишкекской мэрии. Служба криминальной милиции МВД выявила факты злоупотребления должностным положением в управлении муниципального имущества. Руководителя отдела этого управления выдворили в ВВС ГУВД столицы. Сообщается, что своими действиями он нанес ущерб в 1 120 000 сомов. Подробности обвинения не сообщаются, а именно по каким эпизодам он совершил правонарушение. Само УМИ, напомним, распоряжается муниципальным недвижимым имуществом. Теперь, возможно, с 1 марта. Такая новая дата рассматривается в мэрии Бишкека для возвращения за парты столичных учеников, остающихся до сих пор на дистанционном обучении. Накануне муниципальные чиновники вместе с городскими санврачами обсуждали ситуацию с ковид и учебным процессом. Речь идет о возможном возобновлении учебы поэтапно, начиная со 2-х, 3-х и 4-х классов. Ситуация с коронавирусом среди учащихся относительно благополучная. В городе за январь и февраль заболели коронавирусом 43 ребенка. Из них 13 детей заразились во время офлайн обучения. Но инфекцию они подхватили не в школе, а контактным путем дома. Также заболели коронавирусом 6 учителей школ. По всей же республике за период пандемии переболело около 4000 маленьких кыргызстанцев. В том числе у 28 детей подозревали синдром Кавасаки. У 15 диагноз подтвердился. Вопрос возвращения оставшихся классов в столице будет решаться коллективно. Однако Минздрав попросят предусмотреть дополнительное здание больницы номер 1 на случай вспышки заболевания среди детей. Тракторист Турузбек Дуйшеев близок к своей мечте. Наконец сесть за руль собранного им же трактора. Машину Дуйшеев делает вот уже несколько лет в собственном дворе из деталей, которые сумел достать разными способами. На базе одной модели трактора теперь мастерит другую, более продвинутую. Весна на пороге, но отправиться на поле, чтобы приступить к работе, 64-летний пенсионер не может. Не закончил доделывать сельхозмашину. Пенсия мизерная, на запчасти не хватает, а ведь осталось немного. Если бы кто помог, обещает пожилой мужчина, и он бы в долгу не остался. Елисей Кирпиченко побывал в гостях у тракториста. Турузбек Дуйшеев – тракторист со стажем. С молодых лет он работал на сельхозмашинах когда-то в колхозах, а после у фермеров в хозяйствах. Выполнял самую разнообразную работу в полях, трудился на земле. Знает, как какую сельхозкультуру следует обрабатывать, какие борозды нарезать, как землю вспахивать. Ну и, разумеется, досконально за свою жизнь изучил строение самой сельхозмашины. Турузбек Дуйшеев уже пенсионного возраста, ему 64 года. Несколько лет назад он перенес инсульт, но, несмотря на все, всегда с волнением относится к событиям, которые происходят в его родной стране. Так и в период октябрьских событий мужчина тоже был в числе граждан, выступивших против подкупов и нечестных выборов. Даже пострадал в результате тех столкновений. Мужчина вышел на пенсию, но сетует, что на 4500 не проживешь. Нужно работать. Последние 7 лет мужчина своими руками собирает трактор. Но как купить детали, если на еду не хватает? Так или иначе, Турузбек Дуйшеев уже на пути задуманного. Подбирал разные запчасти, приспосабливал их для машины. Трактор
50, это МТЗ-50 был, собираю на МТЗ-80, хочу делать. Пока меня деньги не хватает, уже трактор почти что готово, 70-80%, я думаю, готово. Все варили, даже здесь ГАЗ-53 машины запчасть поставил. Вот все переварные, все я хотел купить, не можем купить. Для меня дорого, а для кого я не знаю, варил, все варил. И вот эта кабина меня... То, что сейчас собирает наш герой, переделка одного полностью нерабочего трактора старой конфигурации в другой, более современный. Тракторы такого образца собирались в 70-х годах прошлого столетия, и большинство из них уже исчерпало свой ресурс. Но Турузбек Дуйшиев очень счастлив, что ему достался именно этот трактор. Многие детали мастер едва ли не вручную перебрал, переделал. Может, он и не изобретатель, но про таких уж точно говорят. Кулибин. Такой трактор может заменить работу 20 человек. Бог даст, скоро он будет собран. Я очень хочу помочь многим людям. Я обращался за помощью к государству, но они, похоже, не могут помочь. Было бы хорошо, если меня увидят богатые люди и помогут. Наш герой – отец 7 детей, но рядом живет только один, младший, которому в будущем Турузбек Дуйшиевич и думает оставить этот трактор. Вот только его нужно доделать, кое-каких деталей не хватает. Может, у кого из граждан есть, да не жалко, поделятся, а может, помогут старику приобрести. Сын очень молодой, я ему покажу. Если он, этот трактор будет ходить, я буду людям помогать, которые вынуждают этому. Ну, он не может себя оправдать, у которых есть люди, старые, пожилые человеки. Я хотел, если он солярка нальет мне, я ему помогу. А слугу я не возьму. Я думаю так. Ну, если получится, кто хороший человек, чиновник есть, пусть меня, пожалуйста, поможет. По словам Турузбека Дуйшиева, многие сельчане говорят, вот бы машина его заработала, но средств не хватает. Механик уверяет, что пусть трактор и самодельный, но будет очень качественный. А уж тракторист, добавляет Дуйшиев, трудолюбивый. Елисей Кирпиченко, Эрлан Кемельбеков, НТС. Сегодня в Бишкеке вспоминают журналиста-расследователя Улана Эгизбаева. В этот день ему бы исполнился 31 год. Улан Эгизбаев ушел из жизни 22 июля 2018 года. Он утонул в озере Иссык-Куль. Отметим, сегодня состоялась церемония открытия благотворительного фонда имени Улана Эгизбаева. Мероприятие прошло в одном из ресторанов в кругу его близких, коллег, общественных деятелей и политиков. Кроме того, в память о журналисте-расследователе прошел форум «Чындык», организованный фондом расследовательской журналистики. Эгизбаев, отмечают его коллеги в медиасреде, всегда отличался особенным стремлением к соблюдению справедливости в Кыргызстане. Своими материалами раскрывал противоправные дела чиновников и яро выступал против коррупции. Улан проделал большую работу, и, наверное, будет неправильным, если мы хотя бы раз в год не будем его вспоминать. Мы будем проводить такие мероприятия чаще. Улан был журналистом, который мог раскрыть все коррупционные схемы чиновников. Фонд его имени будет помогать молодым людям получать высшее образование. Мы хотим также организовать курсы журналистики на бесплатной основе. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире.